Анзор, в последнее время много разговоров вокруг соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов в Абхазии. Высказано мнение, что эти соглашения представляют собой определенную опасность для нашей республики. В чем ты видишь риски? Да, действительно, в последнее время очень много обсуждений вокруг соглашения по инвестпрограмме. Сказано многое об опасностях, которые несет это соглашение для нашей республики. Я же хочу заострить внимание, пожалуй, на самом главном. Я сейчас зачитаю то, что написано в этом соглашении. Вот тут есть некий пункт 10. Хочу прочитать. Предоставлять возможность оформления залога на объекты инвестиций. При переходе права собственности на объект инвестиций от юридического лица к третьему лицу также переходят право пользования земельными участками, которые заняты такими объектами и необходимы для их использования. О чем это говорит? О том, что инвестор из Российской Федерации может приехать в Абхазию и получить право аренды на тот или иной земельный участок. Он может быть очень большим. Далее он может огородить этот участок, залить фундамент, либо построить, я не знаю, амбар, любой объект. Далее он может поехать в Россию, обратиться в банк и, заложив этот объект, получить кредит. Но автоматически он закладывает не только объект, но и право пользования этим земельным участком. Либо за объектом непременно идет сам земельный участок. Понимаете, что будет дальше? Если инвестор, получив кредит в российском банке, умышленно, неумышленно не сможет выплатить кредит, то дальнейшее право распоряжаться этой землей переходит российскому банку на весь срок аренды. Если этот срок, предположим, 25 лет, то мы, жители Абхазии, власти Абхазии, никто далее не сможет распоряжаться этой землей. Теперь право аренды будет принадлежать банку. И банк может это право фактически перепродать третьему лицу. И мы не знаем, кто будет это третье лицо. Могут ли быть изначально это подставные люди, которые уже заранее продумают схему определенную, вступят в сговор и начнут с самого начала таким образом? Очень хороший вопрос. Дело в том, что банк и инвестор реально могут представлять одно юридическое лицо. Такое вполне возможно. То есть в сговоре инвестор и банк здесь могут действовать совместно. И более того, взяв кредит, уже инвестор может другими путями, нелегальными, вернуть эти деньги банку, а в залоге остается наша земля. И право пользования нашей землей теперь переходит банку. У меня такой вопрос. В чем состоит риск инвестора? Если он ничего не закладывает из своего собственного имущества, если он не закладывает свой дворец, свою яхту, свои мерседесы и прочие машины и так далее, почему он должен получать кредит, заложив в банке нашу землю? Причем здесь наша земля? Почему мы должны рисковать нашей землей? Если инвестор здесь приходит со своим проектом и хочет брать кредит, пусть рискует своей собственностью. Но наша земля не должна быть здесь предметом вот такого торга. Вот. И в этом плане, конечно же, это очень большой риск для нас потерять огромные наделы земли. И на весь этот период аренды
которое может быть дальше продлено, мы потеряем наши земли, мы не сможем распоряжаться, передавать это нашим людям в аренду, чтобы они там что-то строили и приносили пользу нашей республике. Такая схема действует в Российской Федерации. Там действительно есть право передачи аренды инвесторам. То есть там есть такое право, что инвестор может заложить право аренды в банке и получить суду. Но такого закона в Абхазии нет. В Абхазии можно заложить объект, но здесь есть такой пункт, где за объектом также следует земельный участок. Их отделить невозможно. Какой бы он ни построил объект, он может взять в банке суду кредит, заложив не просто объект, ибо за объектом, я еще раз повторяю, идет весь земельный участок. Фактически речь идет о праве аренды. Об этом открыто здесь соглашение не пишут, но мы же знаем из нашей практики, что, получив право аренды, затем уже передать это право другому лицу – это очень сложный процесс. Фактически за человеком закрепляется это право на долгое-долгое время. Поэтому мы так не можем рисковать. В Российской Федерации очень огромные большие наделы земли вот так перешли к олигархату. Естественно, это соглашение абсолютно в интересах российского олигархата. Это сговор. Я в этом вообще ничуть не сомневаюсь. Что делать? Надо протестовать. Надо остановить этот процесс, потому что он, я еще раз повторяю, исключительно в интересах олигархов, но никак не в интересах нашей республики, нашего народа, ибо мы рискуем своими землями. Мы рискуем их потерять на долгое-долгое время. Я не знаю, это может быть 25 лет, 50 лет, может быть 100 лет. Но мы не сможем распоряжаться далее нашими землями. Поэтому голос каждого из вас важен. Если каждый из вас в соцсетях напишет, что он против такого соглашения, то это даст хороший результат. Давайте не будем молчать, давайте скажем свое отношение к подписанию вот такого ущербного для Абхазии соглашения. Спасибо за внимание.